Первый гостевой домик Магомеда Цурова. Он рассчитан на целую семью из 6 человек. 3 спальные комнаты вместе с ванной и кухней. Тут их, кстати, 3. Одна из них летняя. Пристроил Магомед ее этим летом, когда решил всерьез заняться так называемым домашним бизнесом. Идея о создании гостевого дома загорелся не случайно. Несколько лет назад Магомед переехал в город, а дом, в котором провел практически всю свою жизнь, остался пустовать. Мне пришла идея. Дом, когда пустует, он разваливается. А сейчас я за этим домом ухаживаю, уборки навожу. И поэтому мой дом держится, ремонты делаю. Даже из-за этого. А так я, конечно, всю жизнь хотел встречать туристов, заниматься этими туристами, чтобы за нашу республику знал весь мир. Хочу показать, для того, чтобы показывать гостеприимство наше ингушское. Самому гостевому домику больше полувека, однако бизнесмен все время вносит какие-то изменения в жилье. В дальнейшем планирует провести капитальный ремонт, чтобы расшириться и разбить зону отдыха во дворе. За полгода в гостях у Магомеда побывали только 8 семей, поэтому он решил обратиться в комитет туризма, чтобы больше узнать о продвижении бизнеса. Я подумал, что через эту организацию буду работать, потому что они уже знают, потому что они уже посмотрели везде, то, что творится во всем мире, то, что делают, как туристами занимаются во всем мире. Поэтому я обратился к ним, чтобы они мне помогли в этом деле. Разместить рекламу с грантами, еще чем-то, еще. Чем можно, чтобы они мне что-то подсказали, еще что я не знаю. Своим энтузиазмом Магомед заразил друга и по совместительству соседа Руслана Альянова. Его самого дома сегодня не оказалось. Этот гостевой домик больше, просторный двор с видом на живописный пейзаж, а также 8 местных номеров. Когда туристы потянулись в наш район, я посоветовал своему другу, чтобы он сделал гостевой дом. Мы тут постарались, кое-что докупили, кое-что сделали, что-то старое выкинули, новое как-то оставили. И вот так придумали, сделали. Тут, мы тут и санузел, и ванную внутрь занесли, потому что раньше она у нас была на улице. Принимают заказы начинающие предприниматели через интернет-сайт. Это онлайн-площадка для поиска частного жилья по всему миру. В региональном Комтуризма уверены, запустить такой проект возможно только совместными усилиями с местными жителями, которые, не выходя из дома, могут получать неплохой доход. Сейчас туризм находится на этапе больших изменений. Сейчас, конечно, в силу объективных причин закрытых границ, всецело взгляд туристов устремлен на внутренний туризм. И все те, кто даже не были конкретно в Ингушетии, готовы ее для себя открыть. И мы прекрасно понимаем, что туризм действительно является одним из драйверов экономики. Хотя бы потому, что очень большое количество представителей малого и среднего предпринимательства именно задействованы в сфере гостеприимства. Есть немало регионов, у которых вообще экономическая доля приходится как раз-таки на туризм. Количество туристов, посещающих Ингушетию, растет из года в год. Уникальная природа Джейраха в сочетании с древними памятниками, архитектуры, башенные комплексы, водопады, живописные ущелья и свежий воздух. Все это не может оставить равнодушным даже самого взыскательного туриста. Однако возможностей, чтобы их разместить, в Джейрахе не так много. Тут не больше 10 гостевых домов, а гостиницы во время сезона заполнены до отказа. У нас довольно большая загрузка, что в гостиницах, что на курорте. А, соответственно, тем более, когда зимой холодно, понятное дело, некоторым туристам, любителям, фотографам, видеографам в палатках не разместиться. И они будут искать для себя приоритетные места размещения. И тут им в помощь, конечно же, подобные гостевые дома. Если мы говорим об экономической составляющей, когда к нам комитет по туризму обратился Магомед Цуров с вопросом, как ему продвигать в дальнейшем свой гостевой дом, с чего начать, мы, конечно же, порекомендовали ему как минимум оформить гостевой дом для того, чтобы он как полноценный предприниматель мог развивать свой бизнес. В ингушских домах за последние годы успели погостить туристы из Англии, США, Бразилии, но больше интерес к отдыху с гостевыми домами проявляют туристы из Краснодара и Кисловодска. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.